подготовка к вару. Процедура обязательно для тех, кто участвует в варе, да? Называется полевой массаж. Полевой массаж. Разогреваем позвоночник, разогреваем шею, тем самым усиливаем циркуляцию крови. Кровь начинает быстрее. Ну, улучшаем лимфоток, кровоток, иннервацию, то есть улучшаем, нормализуем, возбуждаем. Нет, не возбуждаем, а что делаем? Нормализуем организм здесь, да? А это скидываем что? Отрицательную энергию? Аккуратненько. Слеза срезать, все лихо. Лихо. Лихо отрезать. Что-то? Прогреть? Прогреться? Или это не обязательно? Нет, это, ну, обязательно, кто в варе участвует, обязательно. Что? Ну, брат, слушай. Можно. Можно поначалу, потом будет уже. Так, я могу пояса дать, у меня есть два. Тут вот такие надо нужны, потому что ими потом рубиться будем. Ну, они Санечек, из брезента будем вон по там. 2 захода просто делать. Ну, А можно это будет сделать частично людей на коридорчик поставить, о, коридорчик по-любому надо сделать. на руку. Людей нормально достаточно. Доброе утро всем. Всем здравия. Начнем с основных моментов. Кто знает, кто не знает. Казачий вар. Старинная славянская казачья забава. Физическая подготовка в игре. То есть все наши забавы, они так и идут. Предназначены для того, чтобы расти духовно и физически. Основная задача вара — научиться чувствовать брата, прикрывать ему спину, не давать своей яре выйти, но выйти на брата. Ярь должна выходить либо в радость, либо на врага. И ни в каких других моментах. Немножко о котле. Это котел. 3 кола. Центр — это пятак. Это Витязь, это казак. Это пример для подражания. Середница, ядро. Это его семья, это его дети, это его жена, это мать, отец. Середница. Это родственники, хорошие друзья. Околица. Это соседи, дальние друзья, дальние соседи. За околицей идет гуляй-поле, не наши земли. Это то, что мы охраняем. Если брать в других мерках, Солнце, третья от Солнца Земля. Вот это наша система солнечная, то, в которой мы живем. Перед варом идет объяснение игры, идет объяснение забавы. Каждый, кто согласен с условиями этой забавы, переступая черту, на слово «варим» отвечает «варим». Переступает и вступает в вар. Кто не согласен, остается за чертой и ждет той игры, которая ему будет по душе. Люба, братцы? Люба. Поздоровкаться. Поздоровкаться обязательно. Вот. Подходим к брату и говорим: будь здрав, брат. В ответ: здравия, брат. Кому как удобно. Желаем здоровья. Точно так же идем по салону. Будь здрав, брат. Отвечай здравия. И он идет за мной. Будь здоров, брат. Будь здрав, брат. И по кругу. Будь здрав, брат. Ты за мной. Смотрим в глаза, открываем душу. Будь здрав, здрав, брат. Ни от кого не прячемся. Глаза. Будь Будь здрав. здоров, брат. Здравия, брат. Будь здрав. Будь здоров. Будь здрав, брат. Здравия, брат. Будь здоров, брат.
Будь здоров. Будь здоров. В глаза смотри. В глаза. Будь здоров. Нужно, когда он сам А, вот так, да? А, я понял. точнее по науке побыть. Угу, понятно, да. Чтобы не путаться. Будь здрав, брат. Будь здрав, брат. Будь здрав, брат. А мы тоже можем пойти? Так? Будь здрав, брат. Да, кол оно сейчас будет. То есть каждый с друг другом поздоровается, никто никого не минует. Будь здрав. Точно так же, я со всеми поздоровался и становлюсь. И каждый пройдет и со мной поздоровается. Идем по кругу, пока не дойдем до своего места. Да, мы же со своего места начинали движение. Да. Да, и мы Давай. тоже Сюда, тоже идем брат. всеми Да, по брат. кругу, пока ты по кругу не пройдешь и не встанешь на свое место. Здравия, брат. Будь здрав, брат. Будь здрав. Чтобы ты, получается, со всеми. Никто никого не упустит, никто не бросит. Будь здоров, братишка. Будь здрав. Здравствуй, человек. Будь здрав. Даня, в глаза смотри. Брат, обусловимся таким моментом. Кто в котле плюнет, сморканется там, либо еще что-то, сразу получает плеть. Всем Люба. Люба. В котел не плевать, не сморкать, ничего, не чистить, ничего. Что-то нужно. За котел отошли и не пакостим внутри котла. Люба. Люба. Сегодня буду варить кашу я вместе с Соколом. Меня зовут Александр. Давайте начнем. Александр, если что, поправишь меня где-то. Люба. Следим за нагаечкой, беремся за руки. Правая рука сверху, левая снизу. Все знают, да? Как Да. в этом. Как в хороводе. Следим за кашеваром, за мной, за направлением нагайки и разомнемся сейчас по кругу. Мы немножко побегаем. Если нагаечка уходит вниз, то мы идем на приседках. Если нагаечка в обратную сторону пошла, мы разворачиваемся. Ну, темп Куда я задам. нагайка идет, туда и Да, бежим. за нагаечкой. Люба, братцы? Люба. Варим? Варим! Варим. Пошли потихонечку, потихонечку. Эх, нагаечка опережает. Опережает нагаечка всех. Опережает. Вот. Ох, следим за кашеваром. Куда опережаешь? Со всеми вместе. Сейчас я буду махать нагайкой. Под каждый мах вниз будем кричать слово «вар». Делать вибрацию. Вентилировать легкие. Да.
ручками, о! Люба, братцы, Люба! по колу разошлись. Буду объяснять следующую забаву. Чуть-чуть пробежались, насмялись. Следующая забава у нас будет такова. Двигаемся по колу гуськом. Смысл какой? Попу пониже, работают ножки. Вот таких моментов не должно быть. И стараемся дотянуться до спины брата. Дотянулся до спины брата. Брат выходит за коло, отжимается 10 раз и возвращается вовнутрь. Вот. И так 3 раза. Либо приседает 10 раз. Да. Либо кому присесть, кому отжаться. По 10 раз. Вот, 3 раза вышел, остаешься за колом. Посмотрим, кто у нас останется. А, то есть надо уходить, убегать. Передвижение, да, только идет в околице в этой части. Мы не выходим за межи. До спины докоснулись, раз отжался, 2 отжался, 3 отжался. Все, остался за колом. И посмотрим, кто у нас самый главный гусек. Люба, братцы? Отжиматься за гол. Пару вопросов. Круг можно. Добро? Варим, братцы? Варим. И бычком. Между лопаток. Вот именно попасть между лопаток. Смотри, вон там лежит, надо ему Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ниже. Вот. Нет, а не в махлево. Око сзади. Братцы, на честность. 3 раза вышел, остаешься за колом. Ниже приседай. Ниже. Нагаечкой. Вот. Так, за коло вышел. Отожми десяточку просто. Ах ты ж. Эх, за коло вышел. А кто ж поднимает вот эту часть, а? Эти редницы. Так, туда уходи отжиматься. Ниже опускать надо. Ниже это не. Ножками. Беги, малой, беги! Черный сокол, что ж ты вьешься? Люба! Ну давайте по колу. Сейчас разомнем немножко ножки. Мы сейчас восстановим дыхание. Здесь ничего такого, забавка. Забавка идет. Обозначаем. Не стараемся брату прям ногу вдавить в землю. Мы подходим и обозначаем. Саш, по всем пройди. То есть мы обозначаем касание сверху. Это у нас такие топотушки называются. Попасть. Одного мы обозначаем. Конечно. То есть ты подожди. Может, на мне просто подожди. Вот. Пыляшем мы. Топотушки. Любой брат. Не вдвоем, а все вместе. Каждый сам за себя. Работаем, кому попали. Работаем до околицы. То есть вот все коло ваше. Весь котел работает.
Люба, братцы? Люба! Варим? Кто попал в что? Ничего, просто. Да нет, всего котла вам будет много, работаем в середнице. Кто за середницу вышел, отжиматься 10. Вот середница счета. Недотроги проходим от края до края через центр, восстанавливаем дыхание, не касаясь друг друга. Центр проходим от края до края и другой. Казачьим духом пахнет. Вот пятак, всем его видно. Это так. Лысая точечка среди соломенного поля. Задача встать на пятак, поднять руку вверх и сказать раз, два, три, сколько сможешь сказать. Но это задача каждого. Сколько нет? Ну, можно тебя. Хватать за запястья, тянуть за ноги. Все возможные хваты запрещены. Можно работать плечами, можно боком толкаться, выталкивать как угодно, можно слаживать руки. Так, главное не хвататься без захвата. Брат упал, первая задача меняется, поднять брата, потом вернуться к той задаче, которая была поставлена до этого. Брат за братом смотрит, брат у брата учится. Мы все у друг друга чему-то учимся. И все за друг другом смотрим. Благодарствую. То есть его подвинул, сам встал на место. Да. Если толкнул, То есть у тебя выбор, либо упал, да и ладно с тобой. Главное, вот у меня место свободное появилось, вот, видите, я встал. Нет, брата поднял, а потом становись на место. Взаимодействие. Самая главная цель этой игры. Ну а так, на центр. Раз, два, три, четыре. Сколько продержишься? по очереди или все? Все. Причем по очереди. Я просто говорю, не хватаемся, ничего, только толкаемся. Если идет толчок ладонью, толчок может идти ладонью в плечо, закручивающиеся моменты. То есть, и то работаем в любках, работаем аккуратно. То есть, жестко, но аккуратно. Толкать только того, кто можно работать рукой. Что? Рукой работать же можно? Или Кто все в середине друг стоит? толкаются. Отталкивать. Отталкиваться, толчки любые. Хорошо. Любые, только без захватов. То есть, да, не тащить. Так что, Люба, братцы, варим? Варим! 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 Один, два, три, Работаем в середнице. А ну-ка, братцы, подвиньтесь! Раз, два, раз, два, три, четыре, пять! Раз, два, пять! Раз, два, раз, два, раз, три, четыре. Гуляем. Недотрога. Называется, да? Кто между собой коснулся, 10 раз отжался вдвоем.
это честно. Проснулись вдвоем, пошли поотжимались. Через центр пройти обязательно. Не затрогай. Не затрагиваться, иначе отжимаемся. Гуляем, 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 гуляем. Не стоим. Стоять нежелательно. Восстанавливаем дыхание во время движения. После недотроги можно применить топотушки, топошишечки бои. Если попал в рукой, А это топотушки. Вперед! Наступай ты. Опа! Наступи на тебя, наступи ты. Недотрога. Дышим. Остановились. Сразу по колу. Так я буду видеть, что готовы. Следующий забаве. Дай, найди мне такую палочку пока побольше. Быстренько. Ядро. Следующую забаву. Следующая забава, она похожа на ту, которая была. Называется Царь горы. Гора у нас это получается вот ядро. Сейчас я его чуть-чуть. Работать будем ядро и середница. Здесь смысл такой. Нога зашла, одна нога не варит. Если поднялась, десяточку приседать, отжиматься. С круга вылетел, отжался, возвращаешься в круг. Смысл какой? Стать царем горы, чтобы в этой части котла ничего не было, никого не было. Всех вытолкать, всех выпихать. Покажешь пример? Покажу. Отжиматься тоже 3 раза, да, получается? Ну, в смысле, если 3 раза отжиматься, тогда Хвататься, То же самое, хвататься без захватов, без ничего. тянуть. Толчки, да, вытягивать. Ну что бывают такие моменты, что брат падает, и вот он на межи. Я смотрю, там, раз там подтянулся, ты вышел, и либо раз там ногу перекинул ему. Так делать не надо. Руками толкать можно? Только толкаться. А? Только Руками толкаться. толкать Да. можно? Толчки, руками толкаться. В плечи, да. Только закручивающие моменты. Потому что если человек стоит прямо, ты толкаешь, он может сам не упасть, но он может затылком кому-нибудь разбить нос. То есть кто сзади находится. Отлично. А резинку? Где работаем? В котле? Саш, в котле или в середнице тоже? Если работаем, людей много. Людей много. Иначе сейчас все будут отжиматься и приседать. Забава на смарку пойдет. Так а в среднем тоже? Ушел отжиматься. Заступил. Помните, толкаем руками, ладонями только в плечи, а не в грудь. Корпусом. Если руками только на закручивание плеч. Вот из этого маленького вышел, значит, Быстрее за мной. Не, мы здесь
нормально. Я опять заходил. Не хватаемся за это. А главное аккуратно.